Открывая заседание итоговой коллегии, председатель правительства Владимир Сластенин отметил важность работы Роспотребнадзора и поблагодарил за проводимую управлением работу. Спасибо вам за вашу постоянную работу, то, что вы постоянно инспектируете и места, где неправильно на дороге продают, и вообще все точки продажи. Потому что работа такая неблагодарная, сразу скажу, когда там проверяешь людей, они не больно-то рады. Вопросы эпидемиологического надзора в прошлом году были в приоритете. Об итогах надзора за инфекционной и паразитарной заболеваемостью в 2022 году участникам коллегии рассказал руководитель управления. Реализованы мероприятия, направленные на профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний, обеспечение безопасной среды обитания населения. В 2022 году не регистрировались случаи заболеваний по 32 нозологическим формам. По большинству нозологий отмечается снижение или стабилизация показателей на относительно низком уровне. Противоэпидемическая работа в очагах инфекционных заболеваний управлением проводилась совместно с медорганизациями. В 2022 достигнуты целевые показатели деятельности. Случаи дифтерии и краснухи среди населения республики не регистрировались. Зарегистрирован только один случай заболеваемости острым вирусным гепатитом Б. Не регистрировались случаи распространения и завоза на территорию дикого вируса полиомиелита. Уровень охвата прививками против гриппа населения в целом по республике за счет средств федерального бюджета составил более 60%. Уровень охвата прививками против гриппа населения в группах риска составил более 75%. Анализ заболеваемости гриппом ОРВИ населения республики не превышал среднемноголетних уровень. Одним из важнейших направлений деятельности управления является работа с обращениями граждан. Действующий еще с 1992 года Закон о защите прав потребителей регулирует отношения между потребителями и изготовителями, импортерами и продавцами. Управлением Роспотребнадзора по Республике Ингушетия в рамках осуществления полномочий по судебной защите прав потребителей был направлен в суд иск по оказанию некачественной услуги электроснабжения. Управлением проводится профилактическая работа в рамках полномочий по контролю и надзору за продукцией, находящейся в обороте, в том числе подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации, направлено на предостережение 36, размещено информационных материалов в сети интернет на веб-сайте управления. Коллегии определены задачи по реализации основных направлений деятельности на 2023 год. В частности, это предстоящая двухтуровая вакцинация от полиомиелита. Решение об этом было принято Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей во исполнение рекомендаций специалистов Национального центра по диагностике полиомиелита. Тамара Хашагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24.